Попробуем. Заведется, нет? Моторчик-то наш. Контролька побежала. Нормально. Набор. Вот это Лариса Юрьевна оделась. Так, зима, скажи уже, да? Что, отходим? Потихоньку. Здесь мастерски надо пройти. 2 троса повесили. Вообще жесть. Видишь, какая система? Ужас, какая система. О, задел. Ну, как-то так. Прикинь. Считай, вдоль, а обратно заходить вообще невозможно. Всем привет, ребята. Ну что, крайние рыбалки. У нас уже снег. Целый день шел снег вчера или позавчера, не помню уже. Сегодня, ребята, -1, но без снега. Накрополил так снежочек, уже все по-зимнему. Но у нас выход. Сегодня у нас с Ларисой Юрьевной. Короче, все-таки решил ее взять с собой. Дочку не стали брать, хотела, конечно, но сами понимаете, ребят, подниматься сейчас очень холодно. Ветер, -1, как бы, ну, не стоит того. А так, ребят, мы за налимом. Взяли палатки, печки, раскладушки. Короче, пойдем побалдеем. Просто поживем в палатке, ребята, покайфуем. Не знаю, у Ларисы это точно закрытие, а у меня еще не знаю. Посмотрим, может пободаемся, ребята. Погода сейчас у нас обещает минусовая, в общем, снежок. Вот. Пока как бы такой минус небольшой, но все же уже ближе к зиме. Все, ребят, отходим от поселка, что, на подъем. Водичка поднялась, я думаю, проскочим перекаты. Шикарно. Юрина готова? Все, братцы, полетели. Сейчас попробуем на глис вылететь. что, друзья, долетели с ветерком. Прям так
Немножко, конечно, подзамерзли. В общем, решили, короче, здесь, друзья, остановиться, где недавно я стоял. Подрадовал лечь. Ну, смотрю, кто-то здесь был. Причем, наверное, сегодня, скорее всего. Следы вот, веточки от донок. Какие-то продольники, что ли, ставили. Мешки. Ну, короче, что-то типа такого, ребят. Дрова там были, у меня остатки спалили. Придется заготавливать. Ну, все равно бы заготавливали. Как-то так, что банки покидали. Какие-то такие люди нехорошие, редиски. Ладно, что. В первую очередь, ребята, у нас дом, отопление, печки и так далее. Приехали пораньше, так что куда-то туда в палисадничек поставим палатку. Разгрузка, друзья, разгрузка. Нормально, долетели, хорошо. Мне поправлять палатку вырисовал. Ну, потому что соскальзывает будет. Крутануться надо. Поможешь? Раскладушечки пошли в ход. Сюда сердце избы, сердце палатки, сердце палаточки.
Так, друзья, ну что, быстро-быстро расположились. Печурочку все сразу затопили. Даже солнышко выскочило. Аж приятно. Ну что, 2 раскладушки, ребят. В данный момент уже снег, все, земля холодная. Уже только раскладушка. Столик. Ну, в общем, взяли большую палатку сегодня. Нормально. Время у нас 2 будет. 2. Ну, в принципе, нормально, друзья. Хорошо. Сейчас езжу за дровами. Там у меня заготовлено немножко. Пиво есть, чтобы нам на ночь хватило. Костров никаких жечь не будем. В общем, готовить будем на плите и на печке. Набрали, ребят, продуктов всяких разных. Сегодня я с Юрьевной. Юрьевна будет угощать меня, как обычно, вкусняшками. Че, Лариса, супчик сделаем? Да, ребра свиные покушаем с овощами. Ну, в общем, Салат сделаем. вот так как-то, ребят, резервно. Я буду заниматься делами, а у меня супруга, как обычно, набрали всяких разных, ребят, вещей вкусных. Будем готовить. Шикарно. В общем, друзья, Юрьевна готовит супец. Такой, ну как обед получается, потому что мы ничего не обедали. С утра все дела сделали быстро-быстро. Приехали в деревню, собрались и вот прибыли, грубо говоря. 2 часа дня. Поеду за дровами, друзья. Привезу дров. Там у меня на точке дрова напилены. Палатка шает. Печка дымит. В общем, тепло у нее хорошо. Ну, я съезжу. Привезу дров. Здесь дров нету, палисадник маленький. В общем, пилу-то взял, можно, в принципе, съездить напилить. Ну, там у меня сложено, дровишки недалеко, тем более. Заберу, съезжу. Привезем дровишки, пообедаем, и можно уже пылять доночки, ребят. Сегодня донки. Будем ждать трофея по первому снегу. Ну, уже не первый, второй снег, но такой обильный, да. Юрину тут, о, ребята, ребра. Пожарили. Прям к этому, котелочки делаешь, да? Ну, что, не взяли казан. Ну, есть сковородка просто. А, Морковь. супец будет, ребята, наваристый. Что у нас еще пойдет туда? Перец болгарский, стебель сельдерея, томаты, томатная паста, картофель. Такой лайтовый супчик, да? Как мы любим. Овощи, мясо. Нормально, ребят. Так, время, что у нас? Время 3 часа. Ну, как раз супчик приготовится, и можно будет оставляться. Кориандр. Помню. Пошли запахи. Отлично. Я их добавляю рано, не в конце, чтобы вот именно все аромат вышел. Угу. Сельдерей. Свои.
Да, еще пока свои. Да, в этом году лето хорошее было, ребята. Помидоры, огурцы уродились, хоть отбавляй. Сезон такой прям, да. Уже слышишь? Запах такой, да? Да, сейчас огонь. Так, теперь добавляем куркуму. Мгм. Под закусочку, ребята, сейчас сделаем салатик. Не знаю, может, многие знают такой рецепт, но может многие и не знают. Очень, ребята, быстро, вкусно, калорийно. Это, не знаю, салат там за 15 минут. Ларис, расскажи вообще, что, как, из чего состоит. Копченая колбаса, красная фасоль в собственном соку, сыр твердый, сухарики. И сухарики, ребята. Просто сейчас нарезаем колбасу, натираем сыр, фасольку, баночку красную. Заправляем все сухарями. Не знаю, майонез туда не идет же, да? Идет. Майонезик, ребят, и все. Чуть-чуть дальше, чтобы сухарик пропитался. Вот такой салат, ребята. Каждый... Но это не для тех, кто следит за фигурой. Это точно, да. Но я имею в виду то, что каждый мужчина его сделает просто в 3 секунды в походных условиях. Реально, ребята, очень вкусно. Мощный такой, прям сытный. Потому что, сами понимаете, фасоль. По нам видно, что мы его любим. Ну, не скажи, что мы часто его делаем. Ну, как бы, один из таких салатов, которые, ребята, я уважаю. Реально тема. Наша походная терочка, ребята. Маленькая-маленькая. За 30 рублей покупали. Но иногда пригождается. Шикарно. Мы же любим балдеть. Походная, ну, свое дело делает, так скажем. Чайные еще тоже такие самые заядлые еще на воде. Но я вот сейчас, мы отъезжали от поселка, и у нас получается заметно лодок убавилось. Прям смотрю,
Люди подняли уже моторы, лодки. Ну, как бы минуса, и в целом люди подняли лодки. Хотя я в прошлом году, ребят, ходил в -5. Ничего страшного, двигатель бегает. Многие писали, сломаешь мотор. Ничего страшного, ребята. Как бы это нормально. На севере как бы люди ходят вообще до ледостава. Так что понятно, что кому-то делать нечего, морозится, но в целом, кто заядлый рыбак, тот тут на ходу, на полу. Так что -3, как вот сегодня будет ночью, это как бы нормально. Контроль, когда бывает, промерзает, немножко прошиволишь ее иголочкой, и все, в целом нормально. И главное, сапог не поднимать, оставлять его в воде, потому что какие-то капли воды останутся и прихватит морозом, и тогда будет печально. А так, главное, сапог. Тем временем, ребята, пошла фасолька. Нарубили вот морковочку, колбаску, сырок и вот фасолечка. Прям кто вот хочет, ребята, поесть салата и тем самым наесться, вот этот самый такой как раз вариант. Банка большая, да, у нас для двоих как бы нам много-то не нужно. Все, и закидываем туда сухарики. Ну сколько тут? 5 минут и салат готов. Что? Сейчас вот размешать, немножко дать постоять. Ну я люблю прям похрустеть с сухарями. Когда он постоит, конечно, сухарик размякнет, ребята. И уже как бы, ну, одно целое такое будет. А так похрустеть нормально. Мы себе немножко сделали. Так. На самом деле, ребята, салат крутой. Солить не надо, да, Ларис? Сыр соленый немножко. Майонез тоже, да, и сухарики тоже соленые. Соль тут вообще не идет, ребят, потому что пересолите сразу. В общем, вот, на самом деле, так, на первый взгляд, как будто непонятно, как будто не, ну, хрень какая-то. А вот попробуйте сделать и скажете, что реально вкусно. Очень вкусно. Братцы, вы не обессудьте, ладно, попробую. Не буду показывать, но смотрите, что написано. Лодка крайнего севера. Если видно. А уже показал. 50 капель, ребят, за рыбалку. Нужно 100%. Сейчас вам скажу, какой салат. На самом деле. Давайте будем. Здоровья всем крепкого. Как обычно. Ну, чтобы все хорошо было. В семьях все хорошо было. И чтобы всегда что-то было на столе. Будем. Вот он. Во! Делайте, ребята, прямо сейчас пошли в магазин. Вон, фасоль, сыр, дома по-любому есть. Колбасу, любую копченую. Мазика. Сухарей кинули. 5 минут. Это пушка. Это пушка. А сейчас еще супчик подходит. А? Ну вот, ребята. Мне кажется, Лаврентия не хватает, Ларис. Я как будто не хотела сюда Да? добавлять лаврушку, да. Овощной, мясной такой супец. Я вот такие люблю здесь супы. сельдерей, и я хочу, чтобы вкус сельдерея чувствовался хорошо. А мяско-то уже с косточки, смотри, слазит уже. Угу. Шикарно. Какой закат, друзья. Время 3 часа, уже закат. Красота. Круто. Погода вот как раз такая вот попалась на выходные. Без именно вот снега. А вот на днях был просто метель такая аж была. Ну вот подрастал уже, конечно, немножко снежок, а так хорошо навалило. Погнали ужинать. Или обедать. Вы, ребят, не подумайте, что тут в одного балдею. Ливни тоже красного взяли. У Ларисы Юрьевны закрытие сезона. Многие знают, что она меня поддерживает в этих делах. Уезжает со мной. Ну, не постоянно, конечно, но потому что работаем. И вместе не получается выезжать. Так что
А у риса закрытие сезона, жидкой воды. Надо отметить это все дело. Ну, без фанатизма. Красного. Так, дорогая, тебе что, куда? В стакашку? Или в такую? По походному, чтобы звенело? А? Давай пластмассу. Бокалов нету. Так что не обессудь. О. Он поет, блин. Ну, за обед можно красного. Отлично. Гаси фазу. Все, братва. Готово. Принес пенечек сюда как раз. О, супчик. Как бы яичница, ребят, вот это все, то, что там картошку жарим, это да. Но вот жиденько вот это совсем другое, блин. Во. Вот так вот, друзья. Сейчас будем обедать. Кстати, время уже 4 час, друзья, надо спешить. Сейчас покушаем и вперед ставить донки, потому что через час уже потемнеет. О, гусь. Угу. Слышишь? Да. Гусь идет. Ну, булькает. Одиночка идет. От стаи отбился. Бедолага. Давай, давай, брат, догоняй. Ну, я понял тебя. Давай, давай, спеши. А, это лебедь? Не, гусь. Что-то отбился от стаи. Давай, давай, брат, правильно идешь. В Астрахань. Все, братва, всем приятного аппетита. Кто сейчас с нами? Будем обедать. Картошечка. Ай-яй-яй-яй. Ну, Юрьевна, Горячий еще. что скажешь? Отлично? Угу. Да? Понял. Мягкая-мягкая, смотри, такая. Уп, уп, как пюрешка. Ага. Так, друзья, ну что, начал раскидываться. Пляж уже, ребят, твердеет. Начал замерзать пляж. Гуси идут, лебеди. Морозик, смотрите, ясно. Сегодня -3 где-то будет, обещают. На реке может 4-5. Червей главное в палатку не заморозить, самое главное. Последние черви у меня. И то ребята помогли. Так что раскидываемся, ребятки. Смотрим, как что. Ну, как-то так. В общем, ребята, нашли трофей, Юрьевна нашла трофей. Ага. Вот так вот. Будет теперь у тебя второй. Ну, как бы есть такие, да, вещи. Прям тут на песке валялся.
Зашли в палатку. Ну вот сейчас у нас монотонно, вот так будем мы кайфовать, отдыхать. Успели поставить доночки. В общем, не разбросался, а наоборот сделал в яму. Ну, есть вывод какой-то, потому что полторашник тут раз налим, лещ 2,520. Вот в районе вот этого места, и как бы я там рядом поставил. А туда уже не будем бегать, ходить, ноги убивать. Червей мало, уже экономить буду. Так что отлично. Сейчас потемнеет через минут 20-30. И все, начнем рыбачить. Достаем резервный чемодан. И фонарички, фонарички, фонарички. В общем, 2 фонарика, ребят, наломных. Чем мы пользуемся. Это мой беспроигрышный вариант такой. Я не знаю, ребят, схожу уже давно с ним. Armatec Wizards C2 Pro. И совсем новый фонарик мы брали в этом сезоне, его весной. Феникс. Как бы решили на пробу. Тоже такая интересная моделька. Тут тоже много преимуществ. Обе как бы магнитные зарядки. Непромокаемые. Дождь, не дождь. Вообще все равно им. Противоударные. Как бы. Не особо большие, не какие-то громоздкие. Ну, он светит реально мощно, ребят. Но не надо такую балду на голове носить. Легкий, удобный. Вообще как бы применений очень много здесь. Здесь такие прищепки есть. Можно так нацепить. В общем, не знаю, ребят. Ну, понятно, что ценники не из дешевых, но зато вот. Все. Я раньше столько китайских таскал с собой. За ночь 3-4 высаживал. Ну, чтобы зарядить его, понимаете, надо полночи. Чтобы зарядить заново, допустим, даже если powerbank есть. Ну, как бы мне нужно, чтобы он работал. Соответственно, я даже... Тут куча режимов. Я даже свечу в среднем режиме, как бы, который жрет батарейку. Ну, вполне на ночную рыбалку достаточно. Так что вот, 2 фонарика у нас и все. Вопрос исчерпан со светом вообще. Так что все нормально. Картишки, ребята, у нас есть новенькие. Смотрите, это Лариса Юрьевна мне все вот такие моменты подтягивает. Смотрите, они в корпусе как бы. Потому что те одни смялись у меня, а другие замокли. А тут как бы вот коробочка есть. Тонкий пластиком. Да, и как бы Не вот картон. картишечки. Поиграем по-любому. Ну что, супруга, а что их сыграем? У дурака? Давай. Давай. Серьезно, что ли? Даже так? Молодец. Много еще. Да, не надо мне ничего. Давай, так, потихоньку. Ну что, ребята, вышел прогуляться, посмотреть обстановку. В общем, время 6 часов. Какие-то подкачки, смотрю, тут непонятные. Но звонков не слышали мы, ребят. Звоночков не слышали. Шикарно. Сидим, отдыхаем в палатке. Вот. Мороз, ребята. Лодка замерзла вся. Но вроде все в порядке. Как будто бы тишина. Ну вот это что-то подкачивает. С нее и начнем проверку. Да, смотрите, ребят. Чуть качает. Наверное, налим. Ну не звенел, зараза. Что-то как-то странно.
Проверим. Да, ребята, есть налим. Первый, ребята. Первый Никодим. Не знаю, не звенел. Отлично. Небольшой, конечно, но наш. Ну, сразу было понятно, друзья, то что, скорее всего, налимчик сидит, качает. Ну, не звенел. Ну, может, звякнул пару раз. Может, гремели в палатке, что-то делали. А потом все. Ну, в общем, начинаем. Что? Гусь, ребята, шуруют днем и ночью. Вот по темноте шуруют. Спешат, спешат ребята на юг. Чувствуют, зима скоро. Да. Вообще идут. Пачками прям идут. Ну вот и все, ребят. Проверил. Вообще черви все в идеале. Травы вообще ноль. Вот видно, что лист прошел. Просто великолепно. Один налимчик. С вечера, не знаю, когда он клюнул. Но видно сразу было, что качал. А остальные великолепно, ребят. Все перезабросил. Подправил, поднасадил. Нормально. Морозяка. Мороз. Иду как по асфальту. Просто как по асфальту, ребят. Вот это пляж замерз. Здорово. Посмотрите, ребят, на эту рыбачку. Обленилась совсем в край. Раньше бегала, со мной налимов доставал. А сейчас, говорит, я приехал отдыхать. Когда я еще высплюсь? Вот скажи, когда. Ну, согласен, вопросов нету. На природе спится, конечно, шикарно. Дома не даете мне спать? Ну да. Не даем тебе спать. Нет. Семья нужна. Ну отдыхай, отдыхай, кто тебе задает вопрос. Отдыхай. Мы без вас порыбачим. Вот нас накормили, а мы вас сейчас рыбой будем обеспечивать. Главное, чтобы клювало. Пляж, ребята, просто смотрите. Можно чечетку бить на нем. Ладно, что, пройдемся. Прогуляйся. Да, замерзло все, конечно, капитально, блин. Че, моя ласточка, как? Все нормал? Да, конечно. Сезон подходит к концу. Это явно. Ладно, перезакину, друзья. Все это дело. Звенит, звенит все. Бывает, воду нечаянно уронишь при морозах таких. Потом не слышно и работает. Ладно, прогуляюсь. А вот тут, ребят, прям как раз на крайне вроде налим. Представляете?
А как, я же не слышал же его. Ну, был поклевка. Но не он же он. Смотрите, да? Ух, какой пятнистый. А чё они не звенят-то вообще? Смотрите, вообще с края. О! Фига себе, так он еще и с поводком, ребят, смотрите. Вы видали? Трофейный какой-то попался. Зеленая леска. Смотрите, ребят, в заглоте. Оторванный в заглоте. Мой сбоку крючок, а это в заглоте прям. Леска, кстати, такая неплохая. 0,3. Он что ли звенел? Блин, вообще, ребят, захавал, короче. Тупо в желудке, короче. Кого-то оборвал. Видать, по сезону. А достать-то я не смогу сейчас. Так он вообще, он прохавал его все. Вообще, и ему не мешает просто. Он где-то здесь, ребята. Где-то здесь чувствую, что где-то гуляет у него крючок. Хотелось крючок посмотреть. Он вообще там. Ладно, что, потом разберемся. Ну ты уже, парень, уже все отвоевал. Пятно такое, ребят, смотрите. 2 даже. Вот тебе и... Ну какой-то звон был, я слышал, но вообще не качает же. Ё-моё. Да, брат, ты у кого-то был. Оторвал, блин. Да, вот его дали мы, ребята. Упавший червь, ребята, с банки. Он сразу околел. Смотрите. Ну вот, чё. Блин, не знаю, ребят. Те сомнения, которые вот... Я слышал звон, но не качало ничего. А здесь такой труп, короче. Он прям в кишках с этим, с крючком, и не помешало ему хапнуть. В общем, что у меня? Запасочка. Донку оборвали одну. Повяжемся. Вот вожу с собой такой набор. Поводковую леску использую, ребята. Ну, это как 0,35, но это у меня европейская, так скажем. Тут даже ценник 5,99 евро. Это хороший человек мне отправил с Великобритании. Спасибо ему огромное. До сих пор. Опять гуси. Гуси прут страшно, ребята. В общем, что? Вот эта коробочка из опарышей. Разные наборы крючков у меня здесь. И большие, и маленькие. Короче, разные. И вот как раз вот возьму, наверное, и такой, и такой. Сейчас просто сделаю 2 поводка, петельку, и пойду просто в петельку заряжу заново, и все, рабочая снасть. Соответственно, как бы никаких узлов вот этих, ну, вязать это вообще никак. А представляете, сейчас дождь, еще какой-то снег, ребята. Надо быстро-быстро все это сделать. А сейчас бы, если поводочница была бы, просто снял 2 поводка готовых, просто зарядил бы и погнал снасть работать дальше. Все. Проще, ребята, проще, лучше. Никаких вертлюгов я не использую. Раз. Все, затянули. Отлично. Обрезаем сантиметров 30 поводочек.
Раз. Петельку делаю. Петельку двойную, ребят, кстати, делаю. Не в одном исполнении, а в два. Потому что затягивается. Бывало такое, что затягивается. Получается. Раз. И два. И делаю чем меньше. Обязательно смачиваем. Чтобы леска не сжалась, не горела. И небольшую. Чем меньше, тем лучше. И как бы усик обязательно обрезать, потому что трава лишняя все туда идет. Но опять же не вровень, не за подлицо, а миллиметра 4 оставляя, чтобы на запас. Все, поводочек готов. Второй вяжем и такая система. Ну вот, ребят, что, связал поводочки, грубо говоря, 10 минут. Все, петельку завожу. Все, друзья, вот новый поводочек стоит на доночке. Ну все, что, поводочки поменял. Тишина, ребята. Мелочь вообще нет, как бы не клюет. Поводочки в идеале. Ну, самое интересное то, что я здесь постоял. Тут, видать, ребята еще постояли. Как бы ямка небольшая. Местного сдернули по-любому налима. А вот как под перемещение сейчас у него, я не знаю. Я хотел, конечно, на другую точку ехать, на ту, где вообще не был в этом сезоне. Но очень холодно было подниматься, и это как одна из самых таких крайних, близких точек. Решил здесь тормознуть. Два налима. Пока. Как-то так. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну все, ребята. Время 10 вечера. На самом деле детское время, потому что 10 часов, что такое 10 часов? Налим не клюет. Это однозначно, ребята, погода. Погода, в принципе, самый класс. Но он все-таки любит такой, знаете, ребят, дождь, снег, ветер, такую, знаете, вот такую суровую погоду. Когда ясно, когда вот там, допустим, не его погода, не самый. Но опять же, здесь место, говорю, уже прошудировано. Возможно, как бы забиваем сливки. А переходного налима, как правило, наверное, нету. Хотя не знаю. Вот тут яма, и там рыба стоит, бель. Наверное, лещ. Ну, налим, не знаю. Пока вот 2 штучки у нас все-таки. А так, классно. Палатки тепло, ребят. На самом деле можно раздеться даже вот прям до футболки. Ну, на улице за бортом -3, -4. И прям так маленькие стены греют. И на самом деле, ну, прям выходишь и как-то зябко. Тут бам, сразу так резко. Не привыкший еще к морозу пока. Хотя даже вспоминаешь зиму и в -30, там 35 не выезжаешь никуда, а потом хоп, теплее, там десятку и погнал. Как будто бы уже тепло. Хотя на самом деле 20-ка тоже не так уж и тепло. Ладно, что, вариться спать. Сейчас фонарь уберу, поставлю. Не такие лучи, как бы, и пускай отдыхает. Но мы посидим, ребят, пободаемся, что. Листвы нету, мелочь не клюет, и как бы, ну, ходить прям проверять нечего. Вот 2 звоночка, точнее, один звонок я вот слышал точно, но мы просидели, и я вот пошел, и засранец, который проглотил чей-то крючок, прям попался. Ну, блин, не знаю. Крючок очень далеко, прям в желудке у него уже переваренный там. Но видите, не помешало ему плюнуть. Так что я еще посижу, а Лариса пускай отдыхает. Она приехала отдыхать, высыпаться, свежий воздух. Всем советую, ребят, делать то же самое.
Ребята, всем доброе утро. Но за бортом ветер такой, мороз и ветер. Блин, это будет плохо, если он не прекратится и нам на спуск к дому. Ну, пока у нас еще тепло, палаточки и очень вкусно. Ирина, доброе утро. Доброе. Замутили яишенку, ребята. Но яичница такая, знаете, она вот такая, да. Кто такую яичницу любит, ребята, ставьте плюсик. Прям помогать. Сделали кофе со сливками. Ну, сейчас позавтракаем и выходили сейчас на улицу. Две донки как-то, ребят, стоят они вот как-то не так, как должны, как будто бы. Не знаю, ну, я вставал в 2, в 3 проверял, все перезабрасывал. Нормально, ничего не поедено было, а сейчас вот время 8 утра, может какой налим. Закрепить нам, конечно, 2 налимчика в садке есть, вот еще бы одного положить, и сегодня хороший ужин будет с налима. А пока приятного. Слушай, он уже с утра уже, я имею в виду, ну, с 5 где-то, с 6 уже, он уже начал дуть. Да, и из-за него и проснулся. То, что этот. Здравствуйте. Густерочка, ребят, смотрите. Никто ее не бил. Как живет сидела, но смотрите, никто ее не трогал. Сидела-то очень плохо. Как живет. Тут же и щука как бы есть стоит. Ну, видать, никого нету, раз повисела. Да, друзья, в такую погоду уже доночками заниматься. Руки-то мерзнут. Не с привычки. Не с привычки. Ну, с утра не выскочил налим. Обидно, конечно. Думали, еще хвост увидим. Ну да ладно. Задача была отдохнуть великолепно. Блин, в яме листвы, ребят, очень много. Аж она ковром стоит. Задачу выполнили. Юрьевна закрыла сезон. Но я, ребят, еще не знаю. Посмотрим. Все мерзнет, он замерзает. На моторе тоже тяжело уже ходить. Главное, чтобы завелись мы сегодня. Главное, чтобы завелся. Все, ребят, снял доночки. Ну что получается? 2 налима и вот маленький подлещик. Да, как-то так. Но опять же, вот меня смутило то, что здесь вот буквально с ночи мы приехали и кто-то вот в ночь ночевал. Опять же, надо месту немножко дать отдохнуть после вот рыбалки. 2-3 дня. Чтобы как бы тут подуспокоилась рыбка. Подсобралась. Ну да ладно. И то не пустые. Ребят, собираем хижину нашу. Поночевали очередной раз. Поспали, выспались. Отдохнули. Собираемся. Оп-оп-оп. Все, ну что, стаскиваем вещи. Все замерзло. Ключик даже замерз. Пускай греется. Давай, родной, не подведи меня. Контролька замерзла. Контролька замерзла, ребят. Но будем надеяться, что сейчас оттает. Отлично, ребята. Побежала, сама отогрелась. Немножко надо постоять, чтобы он поработал. Согревается. Все, ребята, прогрелись. Китаец шепчет, нормально. В общем, что, собрались домой. Поночевали, отдохнули. Юрьевна укуталась. Все, ребята. Не знаю, ну, по сезону, ребят, ничего не могу сказать. Закрытие, не закрытие, но в целом уже к завершению скоро лодку надо будет поднимать, потому что минуса уже несерьезно.
Ну а так, шикарно провели время. Даже рыбу поймали. Круто, ребята, выезжайте на природу почаще. Все-таки это хороший отдых. Ладно, местечку спасибо. Мы до дому. Давай, родной. Погнали.